Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телеканала «Якутия-24» старая добрая программа «Один из нас», которую с огромным удовольствием уже огромное количество лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. А сегодняшние наши гости – это, прежде всего, давайте начну с муниципалитета, Павел Анатольевич, заместитель главы столицы республики Слепцов Владислав Григорьевич, да? Владислав Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вы курируете вопросы по части городского хозяйства, да, ЖКХ, получается, заммэра по ЖКХ. И руководитель регионального управления стройжилнадзора Павел Анатольевич Аргунов. Здравствуйте, Павел Анатольевич. Здравствуйте. Глава города очень четко выделил грядущее с 1 января нововведение в части контроля над управляющими компаниями. Акцент смещается в сторону города. От УГСЖН смещается городским службам. Давайте с вас начну. С истории вот этих контролирующих функций управляющей компании. Вообще, многие ли управляющие компании, как вы думаете, на текущий момент, поскольку, еще раз, 1 января не наступило, на текущий момент контролируете управляющие компании? Ваше ведомство, Павел Анатольевич. Так, ну если с истории начать, то жилищный надзор, лицензионный контроль над управляющими компаниями ТСЖ начался с принятия жилищного кодекса Российской Федерации с 2005 года. И данным документом, основополагающим документом, эти полномочия определены за региональными органами исполнительной власти. И это продолжалось до 2015 года, когда некоторые субъекты, 3 субъекта передали свои полномочия органам местного самоуправления. Ну, по отдельности передали. И до сих пор так продолжается в этих субъектах. Как я помню, это Краснодарский край, по-моему, Астраханская область и Саратов, по-моему. Вопрос передачи полномочий наших по контролю и надзору за управляющими компаниями будируется уже не первый год. Как я помню, уже 3-й или 4-й год этот вопрос поднимается. Законопроект был разработан уже несколько лет назад. Он очень долго ходил на согласование. И в этом году Государственное собрание Мультимен был принят во втором и окончательном чтении. Павел Анатольевич, вот здесь уточняющий очень момент. Да? Кто в регионе является инициатором ведения вот этих инициатив? То есть в Мультимене же, я так понимаю, началось это движение? Инициатором законопроекта является народный депутат Государственного собрания Мультимен Республики Саха-Якутия Федор Виктор Николаевич, является инициатором этого законопроекта. Также активное участие принимала администрация города в продвижении данного законопроекта. И также нам дали поручение организовать сопровождение данного законопроекта, и мы также помогали. Помогали примерно с прошлого года. Ну, многие ошибочно считают, что полностью функции переданы со стороны управления Госстройжилнадзора городскому округу город Якутск, но это неправильно. Рассмотрение административного дела остается за нами, судебные дела остаются за нами. Например, вот инспекторы города по жалобе граждан будут выезжать, составлять акты, составлять протокола и направлять нам для рассмотрения. Вердикт остается за вами? Да, вердикт остается за нами. Это закреплено жилищным кодексом, что именно рассмотрение осуществляется руководителем либо заместителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. И также многие считают, что полностью УГСЖН передали полномочия и все, но это неправильно. Мы полномочия передаем только в части города Якутска, а вся остальная республика остается за нами. Очень много жилищного фонда не только в городе Якутске, но и в других городах нашей республики
в Нерюнгере, Мирном, Алдане, Ленске. Ну, основные жалобы поступают от этих муниципальных образований, с территории муниципальных образований. И вот в свете расширения сети, охвата сети интернета, широкополосной сети интернета, у нас же жалоба как поступает в основном? В основном по интернету уже поступает. Ну, то есть через наш сайт, либо через систему ГИЖКХ, через приложение госуслуги Дом, через само приложение госуслуги «Решаем вместе» поступают жалобы. И вот когда широкая сеть доходит до определенного населенного пункта, от жителей этого населенного пункта начинают поступать жалобы. И вот сейчас сеть уже дошла до Арктики, и с Арктики уже начинает поступать очень много таких обращений граждан. Даже несмотря на то, что сеть еще такая не дошла до поселка Тикси, с поселка Тикси в последние годы поступает очень много жалоб. Владислав Григорьевич, надо полагать, до текущего момента городские власти, ну, в части вот обработки обращений и так далее, ну, достаточно, скажем так, спокойно жили, потому что функции эти возлагались на республиканское управление. Вы готовы к прогнозируемому пику вот таких вот обращений? Ну, говорит же, а у нас интернетом охвачен, по крайней мере, столица охвачена 100%. Ну, в принципе, конечно, мы готовы. Мы готовились к этому. Несколько лет к этому шли, вот как до этого сказали, да? Сейчас у нас работает рабочая группа из представителей управления муниципальных инспекций, куда будут переданы полномочия управления Госстройжилнадзора, также департамент жилищно-коммунального хозяйства. Ну, я бы не сказал, что у нас жалоб и так мало было. Жалоб у нас также хватает. Но сейчас у нас будет передано 6 штатных единиц. Это начальник и 5 инспекторов, которые будут заниматься конкретно вот, по жалобам управляющей компании. Жалобы на управляющие компании к нам поступают постоянно. Это можно вот из соцсетей поступает, на электронную почту и так далее. Но у нас сейчас как идет? Мы являемся как бы бюрократическим буфером, да? Передатчик как бы. К нам поступает жалоба на управляющую компанию, мы не имеем надзорных контрольных функций. Передаете? Да, и мы пишем письмо в УКСШН. И это занимает как бы время. Вот сейчас, если к нам перейдут уже с 1 января полномочия, мы уже не будем никому отправлять, будем напрямую уже отрабатывать. Конкретно вот проводить контрольные мероприятия, плановые осмотры, профилактические беседы, уже у нас появится инструмент. Мы будем составлять административные материалы и направлять уже в управление Госстройжилнадзора. Как обозреватель, да, я возьму средств вот, скажем так, организаций низового уровня, которые осуществляют, ну, управление многоквартирными жилыми домами. Это в первую очередь управляющая компания так называемой «Большой тройки». Вот, скажем так, в то время, когда вы в министерстве работали, да, все это как бы было де-факто стандартом. Да, то есть Губинский, там, Прометей, Солидарность. Да. В связи с определенными событиями карты меняются, то есть на первый план выходит вроде бы абсолютно неслышная управляющая компания, Промстроя, к примеру, да, которые свою деятельность осуществляют, на мой взгляд, очень хорошо. И куча маленьких, скажем так, управляющих компаний, которые то и дело оказываются в скандалах каких-то. Не будем конкретно называть, потом по судам просто надоест бегать. Да? То есть у нас же люди, которые берут в аренду офис и, скажем, осуществляют деятельность в части управления многоквартирными жилыми домами, они очень обидчивые. Но, еще раз, сталкивался я с управляйками, которые, ну, представляют себя, значит, руководитель, бухгалтер и все подряд на субподряде. Да. Есть крупные, еще раз, организации, которые нанимают конкретно штат, специалистов и так далее. А сейчас специалисты по KPI, у нас же по новым стандартам дом обязан реагировать на внешние метеорологические условия, Павел Анатольевич, да, то есть погодная автоматика должна стоять и так далее, осуществлять эксплуатацию которых, ну, скажем так, дядя Вася с гаража вряд ли сможет. Да? То есть нужен грамотный специалист по контрольно-измерительным приборам и аппаратуре.
которого на текущие зарплаты в управляющей компании просто не заманить. Да что там говорить про КПАшников? Да мы, сейчас я вижу всплеск, скажем так, увольнения консьержев. А статья-то у нас остается. Консьерж и так далее остается. А консьержев нет. Жители вынуждены сами с кем-то договариваться, платить определенные какие-то деньги вне квитка. С квитка, правда, убрали вот эти, ну, по факту. И то хлеб, да? Но по всему этому городу. То есть ГМИИН, так называемый концентрированный 203-й, центральный округ и так далее. Консьержи массово не то что мигрируют, они пропадают. Они вообще как явление исчезают. А ведь у нас, скажем так, если витриной управляющей компании не слесарь является, у нас консьерж является. Да? То есть, когда мы в подъезд заходим, нас встречает консьерж, это на самом деле очень значимый фактор. Что происходит с консьержем? Кто-нибудь может сказать мне? Так, ну, чисто как обыватель можно. По тем слухам, по тем данным, которые до нас доходят, а у нас конкретно документальных фактов-то нету. В прошлом году очень активно работало управление налоговой службы, федеральной налоговой службы. И вот в связи с тем, что консьержи в основном получали заработную плату в конвертах, в сером виде. Да, в сером виде. Управляющие организации были оштрафованы, и, соответственно, управляющие организации решили, ну, по белому. По белому поработать, да, но у них не получилось, так как на такую маленькую зарплату за вычетом всех налогов никто не согласился работать, а большую заработную плату они просто-напросто не смогли оплатить, и, соответственно, они не смогли это вынести, и всех консьержев уволили. Что касается, вот вы правильно заметили, очень много микропредприятий, которые имеют только директора, там, бухгалтера, возможно, даже привлеченного, да? Аутсорсинг. Да, аутсорсинг какой-нибудь. Такие управляющие компании действительно имеются. Это в связи с тем, что, к сожалению, на сегодняшний день федеральное законодательство не требует по вновь организуемым управляющим организациям никаких крупных таких требований нету. И требований есть только по наличию аттестата у директора управляющей компании, по отсутствию судимости и по отсутствию повторяемости наименований управляющей организации. Чтобы наименования не повторялись, чтобы народ не путали, есть такое требование, и больше никаких таких крупных, больших требований нету. Стоп, это значит, если я не сидел, да. Если я не копирую название другого управляющей компании, дабы не вводить в заблуждение, да? И третье требование... И сдали экзамен, да, на знание законодательства в части управления многоквартирным домом. То я могу быть. То, да, запросто вы, подав заявление, можете получить лицензию на организацию управляющей компании. Сколько лицензий выдано в Якутске? На сегодняшний день управляющих компаний больше 100 по городу Якутску. Лицензии мы, практически, есть у нас комиссия лицензионная, она заседает практически еженедельно, рассматривает поступающие заявки. И в основном мы удовлетворяем, вынуждены удовлетворять поступающие заявки, так как таких ограничений на федеральном уровне нет. Все руководители надзорных органов, аналогичных нам, других субъектов, и мы уже который год ставим вопрос об ужесточении требований по предоставлению лицензии. И Минстрой России наконец-то такого рода работу уже проводит. И надеюсь, что со следующего года ворота по лицензированию немножко перезакроют. Сейчас они раскрыты настежь. А войдя, то есть получив лицензию,
лишить лицензии управляющей компанию очень сложно. Ну, практически невозможно даже. Это надо доказать, что управляющая организация допустила грубое нарушение лицензионных требований, а это очень сложно доказать. И также мировые судьи, рассматривающие этот вопрос, относятся очень лояльно к управляющим компаниям и практически никогда не лишают лицензии. И даже вот когда вопрос встает о лишении лицензии управляющей компании, вопрос ставится не лишить лицензии полностью, да, а лишить лицензии относительно определенного дома, по которому допущено нарушение. Угу. А все остальные дома, да, по всем остальным домам, которые есть у управляющей компании, они также остаются работать. И после того, как они лишились лицензии по этому дому, они могут инициировать через определенного собственника, лояльного к ним, в этом доме провести общее собрание, повторно выбрать ту же управляющую компанию, и тогда этот дом опять же к ним может вернуться. Павел Анатольевич, Владислав Григорьевич сказал, что они являются неким бюрократическим буфером. Да? Но, в принципе, УГСЖН тоже является таким буфером между, скажем так, гражданами и, получается, управляющими компаниями. Да? То есть вы обрабатываете колоссальное количество корреспонденции, вынуждены отправлять там инспекторов, которых тупо не хватает, да? И т.д. В части общего собрания, вот вы упомянули общее собрание, мы же все отлично понимаем, что это практически невыполнимая задача, да? Потому что у нас, если новостройка вводится, собственники там, есть 60% собственников, которые проживают, и 40% собственников, которые не проживают. То есть это для них второго, третьего уровня, скажем так, вложения. Да? Участие в управлении, скажем, вот этим многоквартирным домом, они не принимают. Вот как быть здесь в плане того, что можно ли снизить? Там же 100 там, или 51% абсолютно невозможно реализовать в текущих условиях, когда собственник, неизвестно где, то ли он на Кипре, то ли он во Вьетнаме зимует, то ли в Усьмайском районе находится. Вообще вот этот порядок проведения общего собрания, он может быть заменен чем-либо действенным, а не вот этим вот? Этот вопрос такой глобальный получается, да? Да. Глобальный, на уровне уже федерального законодательства. В многоквартирных домах имеются собственники, множество собственников получается, да? И за них по закону никто принимать решение не имеет права. Да. Если собственники приняли решение, то это уже ничем никто, ни орган местного самоуправления, ни управление Госстроительнадзора не может это решение изменить, поменять, либо принять иное решение. Поэтому основной институт управления многоквартирным домом как раз является и общее собрание собственников. Для того, чтобы принять какое-то решение, необходимо наличие кворума. То есть большинство должно принять, собраться должно и принять решение по определенным вопросам. Между тем, любой маломальски грамотный юрист, который подойдет к вопросам регламента при проведении общего собрания, да, он рассыпет все вот это решение буквально за 2 минуты. Может рассыпать, если нарушена процедура проведения общего собрания. Еще раз говорю, в текущих условиях, когда 60%... Общие собрания, они же не только очные могут быть. Они могут быть очно-заочные. Заочно-заочные. Да. Очно-заочные, онлайн можно провести. Онлайн тоже проходит. У нас уже это практикуется. Есть у нас. То есть подпишите протокол о голосовании, подтвердите и так далее. Но все равно в любом случае какая-то подпись, либо цифровая, либо такая физическая, она требуется. Вообще в части, это я задал вопрос в части того, что не так, как все сложно на самом деле, да? А в части того, что единожды избрав управляющую компанию, управляющим нашей собственностью в виде многоквартирного дома, да, мы практически не можем его поменять. Практически. Фактов смены управляющей компании я
Ну, они есть. Ну, проведя общее собрание, можно поменять. Если дом компактный, 12 квартир, ради бога. Ну, там да. Если 268 квартир, сложновато. Да, ну вот действительно очень сложно было до того момента, когда появилась возможность провести онлайн голосование. Сейчас вот активно внедряется приложение госуслуги Дом, и вот поэтому в этом приложении может любой собственник инициировать общее собрание, не выходя из своей квартиры, не вставая со своего дивана. То есть особо буйные могут взять бразды правления в свои руки, да? Да, конечно. И собственник, даже находясь за пределами города Якутска, например, за пределами страны, может при наличии доступа к интернету может проголосовать онлайн за или против, или воздержаться по определенному вопросу. Но управляющим компаниям, вот смотрите, возникает вопрос, когда встает вопрос смены управляющей компании, вот когда начинает предлагать альтернативу. Да? Если ты там, у тебя сват, брат, зять и так далее не управляет другой альтернативной управляющей компанией, затащить другую управляющую компанию в свой фонд, еще раз, тоже практически невозможно. Все отказываются. Да, конечно. Ну, любой человек, который является собственником управляющей компании, задумается же взять этот дом, который имеет кучу проблем себе, который вряд ли принесет ему доход, либо взять, например, новостройку, который гарантированно там 10 лет никакой большой головной боли ему не принесет, он, конечно, выберет новостройку. Угу. Александр Григорьевич, ваш руководитель, он заявлял одну очень важную вещь. Да? То есть земля под прилегающей, вернее, территории, которые он, вот не даст мне память соврать, из 1000 с чем-то спорных моментов в части прилегающих территорий 850 находится на стадии решения вопроса. Да? Вот этот вопрос прокомментируем. И чем это будет чревато для именно как раз управляющих компаний в части того, что вот эти вопросы будут решены? Ну, вообще, в целом, да, в свое время начали почему-то дома оформлять именно под пятном дома, да? Поэтому у нас начали появляться там точечные застройки, где-то появляются капитальные магазины и так далее. Хотя это была, ну, по идее, собственность жителей. Потом у нас управляющие компании некоторые отказываются содержать детские спортивные площадки. И для чего все это было сделано? Чтобы у нас управляющие компании именно вывозили снег оттуда, обслуживали детские площадки. Потому что, ну, бюджет города не может потянуть, обслуживать все данные площадки, которых у нас больше 700 в целом по городу. И ну, мы специально разработали даже тарифы муниципальные, да, в части содержания детских, игровых и спортивных площадок, а также по вывозу мусора и вывозу снега и откачке талых вод. И, ну, сейчас у нас уже, ну, работа активно проводится, более 700, более или 600 территорий, по-моему, уже сформированы. И потом мы доводим уже до управляющей компании, что вот эта земля уже оформлена, она находится на общедомовой, проводить общее собрание, и, ну, надо обслуживать уже далее общее имущество. То есть вот этот пунктик опять общее собрание опять же возникает? Да, конечно. Да. Без него никак? Без него никак. Ага. Ну, и, те управляющие компании, с которыми я общался в ходе подготовки, они говорят, вы знаете, говорят, что 1 января, что 31 декабря, нам без разницы, кто нас контролирует. Да? Либо это республиканский ГОСЖ, либо это муниципальное управление муниципальной инспекции. Да? У нас вопросы несколько другого плана. Да? То есть, опять же, вот размер зарплат там, и так далее, и так далее. Да? В той же части уборки снега, Владислав, на 203-м вот этих вопросов прилегающих земель никогда и не стояло. Да? Там нормально все разграничено было. При строительстве. Да? Поэтому они говорят, ну мы знаем, что вот есть дома, и
наша территория такая, а оттуда снег мы весь выгребаем. Но получается, встречаются такие, которые там между КПД заклавируют и так далее, и каждый вот эти 60-70 сантиметров снега считают и отказываются вывозить. То есть спорных моментов на самом деле достаточно много, да? Да. У нас же были еще введены новые правила благоустройства, что должны вот прилегающую территорию тоже чистить. В принципе, мы в этом году уже работали. Вот, по весне у нас бывало отказывались управляющие компании там, вывозить снег, но все-таки снег был полностью вывезен со дворов. Конечно, погода нас не баловала в этом году. Очень большое количество осадков выпало. Ну, до середины апреля же у нас снег шел. Снег выпадал, чистили, выпадал, опять чистили. В принципе, ну, хватает, конечно, проблем. Очень часто за последние 2-3 года всплывает вопрос, да? Ресурсные организации выставляют перерасчеты на достаточно большие суммы. Доходит до 100-150 тысяч перерасчетов в сторону увеличения за тепло и свет. Да? И напрямую это связано конкретно с управляющими компаниями. Потому что когда это дело коснулось меня лично, ходили выяснять в ДЭК «Якутская-энерго», и оказалось, что управляющая компания, она не допустила поверку счетчика, и тем самым общедомовой счетчик не был допущен к эксплуатации. Да, и поэтому нам насчитали по нормативу. Вопрос взаимодействия с ресурсными организациями. Вот в части вот этого. То есть не так провели мероприятие, не так соблюли регламент и так далее. Как мы будем делать так, что все будет как надо? С 2020 года нами не проводятся плановые проверки. Плановых мероприятий у нас нет. Ну, в связи с ковидом мораторий был. Потом с 2022 года, значит, с началом СВО, тоже мораторий на проведение плановых проверок. И сейчас мы уже 5-й год не проводим плановых проверок. Мы можем провести проверку только при наличии жалобы со стороны собственника, либо при поступлении требований со стороны других надзорных органов, в частности прокуратуры. И также есть в законе ссылка, что мы обязаны провести проверки при наличии поручения президента Российской Федерации. Вот основные три такие основания для проведения внеплановых проверок. То есть мы проводим внеплановые проверки. И пока не поступит жалоба со стороны собственника о том, что, например, управляющая компания своевременно не передает показания общедомовых приборов учета ресурсоснабжающей организации, либо что прибор учета не допущен к эксплуатации, мы провести проверку не имеем права. Есть случаи, когда поступают жалобы со стороны самих ресурсоснабжающих организаций, что вот, управляющая организация до нас информации не доводит, либо счетчик не допущен к эксплуатации. Но мы, опять же, в связи с мораторием, при поступлении таких жалоб со стороны юридических лиц тоже провести проверку не можем. Можем провести проверку только при наличии согласования со стороны прокуратуры. Но прокуратура нам согласовывает в случаях только наличие прямой угрозы жизни и здоровья граждан. А вот недействующий, неработающий счетчик это не является угрозой, прямой угрозой жизни и здоровья граждан. Поэтому такие вопросы прокуратура нам не согласовывает. При наличии жалоб со стороны граждан мы, естественно, выходим на проверку, проверяем и привлекаем управляющую организацию к ответственности, даем предписание, установленный срок, допустить, ну, то есть устранить все это, предоставить необходимые документы ресурсоснабжающей организации для того, чтобы допустили к эксплуатации счетчики, общедомовые приборы учета. Ну, такого рода работа постоянно проводится. Что касается вот, очень больших перерасчетов при работающем счетчике и передаче ежемесячно показаний приборов учета, это происходит вследствие перетопа. То есть дом отапливается больше, чем нужно,
впустую тратится энергия, люди открывают форточки, греют улицу, а потом через год переходит большой счет, огромный счет. Через год? Ну да, в следующем году, в начале следующего года огромный счет переходит. Такая проблема есть. Это вот такая проблема начала появляться в больших масштабах, когда начали переходить на прямые договора с сервисно-снабжающими организациями. То есть при переходе на прямые договора управляющая компания уже не имеет, уже не заинтересована в экономии тепла. Они говорят, ну, самое главное, чтобы не жаловались на холод, и открывают побольше кран возле вода, задвижку побольше открывают, и происходит перетоп. А ресурсоснабжающая организация за этим делом не следит. Ну, еще раз, все-таки у нас, я житель, допустим, да, есть власть, которая ближе, то есть это муниципальные власти, да. Нет, это прежде всего, скажем, те власти, которые там округ, там, допустим, и так далее, потом муниципальные, потом республиканского уровня, федерального уровня. Поэтому, когда контролирующие функции, они сохранялись на республиканском уровне, был один положительный момент. То, что воздействие республиканского уровня, то есть ответное воздействие на бездействие или на что-либо такое, оно будет ощутимее, чем воздействие, скажем так, вот, близлежащей власти. Да? Это самый большой плюс. По факту, на самом деле, еще раз, что муниципалитеты, что республиканские органы власти, они руководствуются одним и тем же вышестоящим законами, которые не позволяют планку, скажем так, опускать ниже предела. Да? Но, еще раз, когда контроль будет касаться городских властей, здесь все-таки может сыграть принцип «своя рубашка ближе к телу», или власть на уровне муниципалитета, она же все же ближе к нам, да, получается. То есть республиканские власти далеко, муниципалитет рядом. Они такие же граждане, как и мы. И поэтому, еще раз, вот здесь с 1 января на самом деле огромный кредит доверия в сторону окружной администрации будет открыт со стороны жителей столицы, да, со стороны жителей Якутска, которые будут говорить, вот мэрия разберется, мэрия примет меры и так далее. Сам глава неоднократно говорил, что будет гораздо проще управлять и так далее. Но на текущем уровне, я не вижу оснований для того, чтобы еще управляющим компаниям, им без разницы, кто за ними будет осуществлять контроль. Не, ну давайте республиканского уровня или муниципального уровня? У нас в городе Якутске, например, да, 88 управляющих компаний и 71 ТЗЖ. Контроль за ними, вот как сейчас мы обсуждаем, да, вот части надзора и так далее, да, он идет по УГСЖН, через УГСЖН. Но в любом случае у нас же поступает куча заявок на аварийные ситуации и так далее, да. Мы оперативно все равно с ними постоянно отрабатываем. Мы проводим еженедельные планерки по ЖКХ, где принимают у нас управляющие компании. Также они принимают участие в планерках в округах. Поэтому как бы мы с ними тесно взаимодействуем, работаем. Также они по своему работе постоянно вот отчитываются о ходе исполнения там каких-то аварийных ситуаций. Плюс нам на пульт ИДДС поступает куча заявок, которые мы контролируем исполнение. И вот у нас, например, нету чем как бы наказать эти управляющие компании, да? Мы просто с ними работаем. Именно. Да, и все. А сейчас у нас появятся уже полномочия конкретно по контрольно-надзорным мероприятиям. Они все это понимают тоже. И, как я сказал, вот и управляющие компании, они ждут, да, и пока не знают, как мы будем работать. Наша задача не кошмарить управляющие компании, чтобы наладить взаимодействие. Еще более лучше наладить взаимодействие. Вот мы анализ проводили, да, более 70% жалоб по управляющим компаниям проходится на город Якутск. Потому что львиная доля тоже у нас находится. И, как вот ранее отметили, есть у нас микро такие управляющие компании, которые, их не должно быть.
Вот мы... То есть задача муниципалитета укрупнять сектор, да? Нет, не то, что укрупнять. Просто мы хотим навести... Мы же более тесно работаем с управляющими компаниями, нежели УГСЖН. Потому что мы с ними взаимодействуем ежедневно. Не в формате вот надзорных мероприятий, а именно в быту. Потому что жалобы, жители жалуются, например, в управу, да? Они же не все мы заявки подаем в УКСЖН, все жалобы. Мы какую-то часть фильтрируем и так далее. Вот где надзорные, да, она идет в УКСЖН. А где там, например, доводчик там сломался там, или кран побежал, там уже отдельно уже управы сами на своем уровне решают все это. Но справедливости ради, когда, как мы говорили вначале про средние зарплаты и так далее, да, грамотные специалисты не идут на такого уровня зарплату, либо его забрали по мобилизации в 2022 году, когда частичная мобилизация происходила, да, и на отсутствие горячей воды, отдельно взятом новостройки, заметьте, новостройки, управляющая компания просто разводит рука. Что я сделал? Вот таких ситуаций, еще раз, и не только в новостройках, в КПДшках кратно увеличивается, в старых домах, деревянных домах кратно увеличивается. Вот поэтому я очень хочу, чтобы 2026 год, как Владислав Григорьевич говорит, существующее взаимодействие с управляющими компаниями не только в части надзора и контроля, да, а в части взаимодействия по рабочим вопросам, оно продолжалось, скажем так, с куда большими функциями, полномочиями в части, скажем так, а что мне будет, если я не соблюду вот эти вот, скажем, предписания и так далее. Мы же, вот, например, можем на них составить протокол только по 6.25 нарушение правил благоустройства. Там штрафы мизерные. Поэтому особо они как бы не боятся. Сейчас, я думаю, они 10 раз задумаются, а потом уже, чтобы так, они... стоп, а сейчас меры воздействия насколько увеличатся? Что, какой... От 250 до 300 тысяч. На юрлицо? Да. Ну, то есть существенно? Существенно. Отлично. Это, я думаю, считаю на руку всем жителям, горожанам. Ну, на самом деле... Львиная доля от жилого фонда республики находится сконцентрирована в городе Якутске. Поэтому все те вопросы, проблемы, они являются такой лакмусовой бумажкой для всей республики. Павел Анатольевич, вам в части промышленных районов, других муниципалитетов, которые остаются в вашем поле деятельности, пожелаю просто терпения, усидчивости, и сил и ресурсов поболее, потому что работа, на самом деле, еще раз, пусть немножко и полегчает, но в других направлениях у нас работа остается. Эта программа «Один из нас» вопрошала ответственных товарищей из республиканских и муниципальных органов власти по части, что изменится с 1 января в части контроля над управляющими компаниями. Выяснили, что, по крайней мере, штрафы, они вырастут даже не кратно, они вырастут сотни раз, да, получается. Спасибо за то, что приняли приглашение. Программа «Один из нас». Увидимся через неделю.